Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В парламенте Абхазии состоялась встреча спикера Валерия Кварча с заместителем председателя Народного собрания Карачаево-Черкесской республики, председателем Высшего совета ВААК Мусой Экзековым. В рамках встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между законодательными органами двух братских республик. Подробности в репортаже на Алыкове. Заместитель председателя Народного собрания Карачаево-Черкесской республики, председатель Высшего совета ВААК Муса Экзеков передал спикеру парламента Абхазии Валерию Кварча приветствие от лица президента Рашида Тимрезова и депутатов парламента КЧР. Экзеков выразил надежду на плодотворное сотрудничество между парламентами братских государств. Прежде всего, хочу поблагодарить за то, что нашли время и для нашей встречи. Конечно, я очень от всей души хочу передать приветствия и добрые слова и пожелания от главы республики Рашида Борисовича Тимрезова и от председателя парламента Карачаево-Черкесии Иванова Александра Игоревича. И, конечно, я убежден в том, что мы подготовим хорошее, качественное соглашение между парламентами Карачаево-Черкесии и Абхазии. Я убежден, что мы заложим такой вот хороший старт плодотворной совместной работы. Валерий Кварча поздравил Мусу Экзекова с избранием на должность вице-спикера парламента КЧР. Спикер Абхазского парламента отметил большие заслуги ученого и мецената, общественного деятеля Мусы Экзекова в деле сохранения и развития абхазо-базинского этноса. Вами в качестве председателя руководителя Конгресса абхазо-базинского народа сделано немало, планы большие. На самом деле это просто такая сфера деятельности, на которой все очень надеются, пристально следят за тем, что вы делаете. На самом деле вот, мы готовы всегда быть рядом с вами. Вот, и дай Бог, как говорят, чтобы у нас все получилось. Депутат Народного собрания Левон Галустян также поблагодарил Муссу Хабалевича за те проекты, которые реализовывает ВААК, в том числе и предстоящий культурно-спортивный фестиваль «Абаза». Обязательно примем участие в тех мероприятиях, которые намечены. Вот, и считаем очень важным, что они стали возможными. Мы знаем, что первый фестиваль прошел на территории Карачаево-Черкесской республики. Сегодня страна наша принимает эту эстафету. Дай Бог, чтобы эти добрые проекты и в последующем реализовывались с вашим участием. Руководитель аппарата председателя Высшего совета Всемирного Абхазо-Базинского конгресса Кантани отметил активную и плодотворную работу конгресса на территории Абхазии, в частности, открытие отделений ВААК во всех районах республики. Уже год продолжается активная работа конгресса, формировалась структура, и вот сейчас мы переходим в активную фазу, скажем так, открытия местных отделений по всей республике Абхазия. И в ближайшее время эта работа будет на виду у всех. Вот приведу пример конкретный. Буквально на прошлой неделе в Гудауте у нас было открыто местное отделение Всемирного Абхазо-Базинского конгресса. И за 10 дней было реализовано 3 проекта, 3 спортивных площадки. Идя по нашей программе, реализуя ее поэтапно, способствуем социальной активности нашего населения, укреплению гражданского общества. По завершении встречи Валерий Кварча преподнес Мусе Экзекову памятные подарки. На Алакове Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Спасателями МЧС совместно с представителями базы отдыха Апсна-Эдвенча в 500 метрах от первого тоннеля, ведущего в Кадорское ущелье, обнаружено тело пропавшего на минувшей неделе российского туриста Тимура Диидова. По словам спасателей, недалеко от этого места накануне был найден спасательный жилет, который находился на погибшем в момент трагедии. 10 октября Тимура Диидова смыло течением реки Кадор в районе села Джампал. На протяжении 5 суток спасатели вели поиски. Были задействованы 15 человек личного состава, спецтехника, водолазы, а также вертолет Ми-2. Абхазские спасатели совместно с представителями миссии МККК проводят тренинги и практические занятия на одном из полигонов в Сухумском районе. Подробности в материале пресс-службы спасательного ведомства страны.
В МЧС Абхазии стартовал второй этап тренингов и практических занятий по разминированию в рамках проекта Международного комитета Красного Креста по поиску пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Первый этап проекта проходил весной и летом этого года. Основная задача тренингов – подготовка специалистов по обезвреживанию взрывоопасных предметов для обеспечения безопасности при поиске и эксгумации тел в местах потенциальных захоронений времен Отечественной войны народа Абхазии. Второй этап тренингов стартовал с теоретических занятий. Затем специалисты МЧС Абхазии и представители Красного Креста переместились на один из полигонов, где приступили к практическим занятиям. Мы на полигоне имитируем обнаружение взрывоопасных предметов и планомерно их уничтожаем, как положено по правилам, по всем мерам безопасности. По словам руководства спасательного ведомства страны, подобные тренинги способствуют повышению профессионального уровня наших спасателей. Тем более по завершении данного этапа занятий сотрудники МЧС Абхазии получат сертификаты международного образца. Данный тренинг, он проводится, как вы видели, это присутствие делегата Международного комитета Красного Креста, который проводит его, скажем так, по международным стандартам, которые сегодня необходимо соблюдать. И именно это делается в связи с тем, чтобы ребята от Министерства по чрезвычайным ситуациям, они реально уже могли соответствовать в своей работе всем требованиям тех международных стандартов, которые необходимо применять при работе с неразорвавшимися боеприпасами. Данный этап тренингов, включающий в себя и теоретические, и практические занятия, продлится до конца этой недели. Премьер-министр Валерий Бганба провел совещание по вопросам завершения работ на объектах инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 годы. В совещании приняли участие руководители профильных ведомств и представители подрядных организаций. Глава правительства призвал руководителей строительных организаций уделять внимание качеству выполняемых работ и укладываться в обозначенные проектами сроки. Он также напомнил, что завершить работы текущей программы необходимо до конца первой декады ноября с целью заблаговременного проведения государственной приемочной комиссии и оформления актов ввода в эксплуатацию объектов, сообщает пресс-служба Кабинета министров Абхазии. Текущая инвестпрограмма включила в себя свыше 160 объектов восстановления, капитального ремонта и строительства. 10 дней назад без электроэнергии осталась значительная часть Гагарского и Гудаутского районов. Из-за удара молнии вышел из строя один из трансформаторов подстанции БЗИП 220 киловольт, в связи с чем второй работает с двойной нагрузкой. Все это время специалисты стараются поддерживать оставшийся трансформатор в рабочем состоянии. Учитывая, что в это время года нагрузка на электросети возрастает, руководство РУП «Черноморэнерго» предложило строительство линий 110 киловольт между подстанциями Гечрыбш и ПСО для обеспечения электроэнергии Гагарского района в осенне-зимний период. Репортаж Сарии Кварацхелия. 7 октября в поселке Бзыпь в результате удара молнии вышел из строя один из двух трансформаторов подстанции Бзыпь мощностью 63 мегаватт. После аварии на узловой подстанции без электроэнергии остались частично Гагарские и Гудаутские районы. На ликвидацию аварии были брошены все силы компании «Черноморэнерго». Специалисты оценили состояние аварийного агрегата, произвели расширенный комплекс регламентных работ, обеспечивающих доступ ко всем узлам трансформатора, расположенным внутри него. Срок службы давно их истек. Их смонтировали где-то в 1965 году. Это практически уже 50 лет, но он работает по своим номиналам. В силу того, что большая изношенность изоляции, старение изоляции, произошел у нас сейчас как раз срыв. Этому трансформатору сопутствовала гроза. Грозовой разряд ударил в разрядник по 10 киловольтной стороне и разрушил изоляцию. Разрушенная изоляция не позволяет сейчас его включить в работу. Работаем сейчас на одном трансформаторе, на пределе. Поэтому все то, что сейчас питается с этой подстанции, требует ограничений каких-то. Поэтому, если есть возможность такая, пусть население Гагарского и Гудаутского района постарается немножко экономить. Меньше включать печи, нагревательные приборы. Еще в августе за счет средств российской инвестиционной программы был заказан новый автотрансформатор, который будет соответствовать по мощности двум старым. Уже в конце декабря его доставят в республику. Монтаж
сборка и наладка этого трансформатора, он придет в готовность где-то к концу декабря 2019 года или в январе 2020 года, что нас не устраивает. Также было принято руководством решение построить линию 3-4 километра, линию 110 киловольт, от подстанции Гичи-Рипш до подстанции ПСОУ на территории Российской Федерации, чтобы обеспечить потреблением электроэнергии весь Гагарский район. Подача электроэнергии в Гагарский район осуществляется по магистральным линиям 220 киловольт от Ингоргэс и со стороны России. При выходе из строя одного из трансформаторов возникает дефицит мощности по линии 110 киловольт порядка 60-70 мегаватт. Для того, чтобы раздать ее в районные станции, надо преобразовать это напряжение с 220 на 110 киловольт, чем и занимается данная станция. 60-70 мегаватт мы уже проходили это в январе этого года. То есть мы по очереди по 2 часа будем вводить временное ограничение по 2 часа. Будет отключение. Это если мы не успеем осуществить переток по линии 110 киловольт со стороны Российской Федерации. На данный момент РУП Черноморэнерго и руководство принимает большие меры, чтобы не было такой возможности, но, к сожалению, не все вопросы зависят от нас. До тех пор, пока в республику доставят и установят новый трансформатор, а также в течение ремонтных работ на подстанции, в Гагарском и Гудаутском районах будут вводиться временные ограничения на подачу электроэнергии. Отключения подстанций будут производиться в зависимости от нагрузки на электросеть данных районов. Сария Гварацхеля, Дэвид Ангваб, Абхазское телевидение. В культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Сухуми состоялась передача медицинских приборов Центральному военному госпиталю Министерства обороны Абхазии. Медицинские приборы на сумму 300 тысяч рублей были переданы главврачу, начальнику госпиталя Зурабу Ачба. Репортаж Эсмы Гуланзе. Передача оборудования состоялась в рамках субсидии оказания медицинской помощи российским соотечественникам, проживающим за рубежом, при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москва. Это оборудование медицинское, оно сегодня очень актуально, необходимо для больных. Это и ходунки медицинские, костыли, матрасы для больных лежачих, что очень актуально и всегда это очень востребовано. А также вот такие приборы, которые позволяют мерить давление и мерить уровень глюкозы в крови. Центральный военный госпиталь – многопрофильное медицинское учреждение, где проходит лечение военнослужащие Минобороны Абхазии и России. Здесь также профессиональную медицинскую помощь могут получить и жители поселка Агудзера, в том числе ветераны Отечественной войны народа Абхазии и Великой Отечественной войны 41-45 годов. Начальник госпиталя убежден, что новые медизделия и приборы будут полезны для всех категорий пациентов и помогут в решении многих плановых и экстренных задач. Мы очень тесно сотрудничаем с Домом Москвы. Вам огромное спасибо. Это не первая акция, они нам помогают. И по нашей просьбе такая акция, когда они нам безвозмездно передают все такие необходимые для нашей больницы. Следует отметить, что такого рода акция проводится Московским культурно-деловым центром не впервые. Так, в 2017 году Дом Москвы оказал помощь Гагарскому реабилитационному центру, а в 2018 – Дому престарелых в городе Сухум. Эсма Гуланзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение. В Сухуми с прошлого года проводятся работы по спасению зеленого фонда, а именно лечению пальм от инвазивных вредителей. Если все это время лечили, а при необходимости вырубали только некоторые элитные сорта пальм, то на этот раз пришлось срубить и обычные веерные пальмы, так называемые трахикарпусы, на набережной столицы у Абхазского драматического театра. Пальмы были поражены мотыльком, который сильно повредил насаждение. В связи с этим около 2 недель назад специалисты коммунального управления столичной администрации Сухума срезали их и высадили новые 15-летние трахикарпусы, выращенные в ботаническом саду Сухума. В настоящее время 7 новых пальм, новых посадок выполнены работниками зеленого хозяйства и работниками ДРСУ. То есть дружно мы их посадили. Ботанический сад нам предоставил такой посадочный материал, поделился, со своим материалом. Это пальмы, единственное, что они росли в затененной части ботанического сада. Сейчас мы высадили 7
новых посадок на солнечную. Будем смотреть, как они адаптируются. Если они приживутся и поведут себя нормально, то я думаю, там, где мы срезали пальмы, которые украшали наш город, то будем продолжать такую работу. Культурно-спортивный фестиваль «Абаза», инициированный Всемирным абхазо-абазинским конгрессом, начал свою работу в Абхазии. Фестиваль открылся в Гудауте, где прошел турнир по вольной борьбе на кубок председателя Высшего совета ВАК Мусы Экзекова. Репортаж Саида Чарсалия. В международном турнире по вольной борьбе приняли участие до 170 спортсменов из Адыгеи, Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни, Дагестана и Краснодарского края. Открывая турнир, главный тренер сборной Абхазии по вольной борьбе Чернас Бения поздравил всех участников соревнований с этим событием. Он также отметил, что проведение турнира стало возможным благодаря поддержке мастера спорта СССР по вольной борьбе, мецената, общественного деятеля Мусы Экзекова. Уважаемые любители спорта и гости, спортивный клуб «Абаза» создан в 2011 году в лице нашего уважаемого Мусы Хабалевича Экзекова. Благодаря ему сегодня работают тренерами по вольной борьбе более 30 человек. Занимаются вольной борьбе в республике около 600-700 спортсменов-вольников во всех районах и городах Абхазии, обеспечены спортивным инвентарем и заработной платой тренерам. Президент Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муса Экзеков также поздравил всех участников спортивного мероприятия и пожелал им успехов. Уважаемые тренеры, дорогие спортсмены, я рад вас приветствовать на земле Абхазия. И чтобы вы знали, вы приехали к своим братьям. И хочу пожелать на этих соревнованиях, чтобы вы проявили самые лучшие качества, чему вас учили и учат тренеры. Спорт, особенно такие соревнования, создают условия для того, чтобы в каждом из вас формировались лучшие качества. Эти качества вам помогают и будут помогать и впредь в жизни получать хорошее образование, занимать достойное место в обществе. В церемонии открытия турнира принял участие и трехкратный чемпион мира и Европы по вольной борьбе Денис Царгуш. Он отметил, что именно в таких турнирах юные спортсмены набирают большой опыт, который помогает достичь еще больших успехов в спортивной карьере. Хотел бы сказать огромное спасибо Мусе Хабалевичу, который этот турнир уже стал традиционным, стал стартом для многих борцов, не побоюсь этого слова, которые будут представлять нашу Абхазию, Россию, будут представлять на таких аренах, на международных, как чемпионат мира, как Олимпийские игры. Я думаю, это первый старт, первый их стимул. И огромное спасибо Мусе Хабалевичу за то, что он дает им такой шанс показать себя и взять старт. Юные спортсмены, участники турнира в возрасте от 15 до 18 лет выступали в 17 весовых категориях. Многие из них приехали в Абхазию, чтобы дойти до финала и победить. Я приехал с Краснодара, с командой Краснодара. По счету я боролся много, я не знаю, я не считал свои турниры. На этом турнире я хочу только золото, я настроен на золото, на первое место. Международный турнир организован на хорошем уровне, признаются тренеры. Они и впредь будут рады приехать в нашу республику со своими воспитанниками. У нас команда небольшая, 2 человека. Участвуем, рады, то, что позвали. Состав, конечно, неплохой участников. Турнир довольно на высоком уровне. Поэтому, я думаю, ковер покажет, кто выиграет. Уже 4 года мы сюда ездим постоянно. Мне нравится сюда ехать. Мы представляем Кабардино-Балкарию. Турнир проходит очень отлично. Мы привезли 15 спортсменов, 15 участников в разных возрастных группах. Но мы надеемся получить медали. Турнир по вольной борьбе на кубок председателя Высшего совета Всемирно-абхазо-абазинского конгресса проходит в Абхазии в 8-й раз. А в этом году он будет проходить 2 дня в рамках культурно-спортивного фестиваля «Абаза». Саид Чарсалия, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Теннисист Ален Авицба вышел во 2-й круг Кубка Кремля. В первом раунде он обыграл Алибека Качмазова со счетом 6-1, 4-6, 6-1.
Оба спортсмена впервые в своей карьере сыграли в главной сетке турнира АТР. Матч продолжался 1 час 45 минут. Теперь Ален сыграет с сербом Николой Милоевичем за право на выход в 1/4 финала Кубка Кремля. Абхазский теннисист Ален Авицба участвует в 30-м юбилейном международном теннисном турнире ВТБ Кубок Кремля, который проходит в Москве с 12 по 20 октября. Как организована работа на пограничном пункте пропуска Ингур? Надо ли вернуть на абхазо-грузинскую границу таможенную службу Абхазии для соответствующего учета и оформления продукции, ввозимой в республику? На эти и другие вопросы нашему корреспонденту ответил председатель Государственного таможенного комитета. Смотрите интервью Беслана Цвинария сразу после выпуска Амши Экшара. А в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается малооблачная ясная погода. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью плюс 10-15, днем 20-26 тепла. Температура морской воды плюс 21. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.